Świętego, Pan z wami. Дитя народилося нам, Син дадений нам, і влада спочила на плечах Його, і дадуть ім'я Йому, Бог Могутяв. Эту святую мшу справую за померлих Рашко Віктор, Бронислава, Боровая, Євгенія. Просите за их радости, життя вечного у володарстве небесным. Умолите верников, памятаем за спочилого Иосифа, 30 дён по смерти. Перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую офяру. Споведаемся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тея великой хвалы Твоей. Пане Божа, благодару небесный, Божа Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Божа, раку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету. Прими моление наше, яки всякий праворучайца, змилуйся над нами,
Бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищейший, Єсу Христе, Духом Святим ухвалє Бога Отця. Амен. Молимся. Boże, Ty dziwosnym czynem stworzył człowieka, jeszcze боль dziwosna znawił jego w nas. Daj nam udzielu boskości Twojego Syna, jaki przyjął naszą człowieczą naturę, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prawdu siebie i wieczny ja. Amen. Читання книги пророка Ісаї, які привожує на горах многих посланца, які обещає мир, які несе радость и обещає избавление, які каже Сиону, благодарить Бог твой, голос вартовников твоих, яны узняли голос, усі разом ускликають, бо власними очима бачать, що Пан вертається на Сион. Триумфуйте, ускликайте разом, развалины Иерусалима. Утешил Пан народ свой, откупил Иерусалим. Пан открыл святое плечо свое перед очима усіх народов, и убачить усі межи земли збавление Бога нашего. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Убачили все славление Бога нашего. Убачили все славление Бога нашего. Спевайте Пану новую песню, бо Он учинил чуды, Ему допомогла Яко правица, и Яко святое плячо. Убачили все славление Бога нашего. Показал Пан свое славление, и от большими народов объявил свою справедливость. Успомнил брат свою верность и милосердность для дому Израиля. Убачили все славление Бога нашего. Убачили все межи земли славление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Убачили все славление Бога нашего. Играйте Пану на гуслях и на арфе, подзвучание трубов и рога. Радостно ускликайте перед Паном и володаром. Убачили все славление Бога нашего. Читання послання до Габреїв. Шмат разов і по-розному промовляв колісьці Бог да отцов наших праз пророков. У гэтыя апошнія дні промовіў до нас праз Сына, якога установіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягонай славы і вобразам ягонай сутнасці, і падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў,
сел, праворуч ведучи на вышынях, і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш славныя, чым яны атрымалі ў спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў ён сказаў: «Ты, сын мой, я сёння нарадзіў цябе», і яшчэ я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. Калі ж зноў увядзе першагароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. З'явився над нами, зазяяв над нами святый день, идите, народы, поклоніться Пану, бо великое светло зійшло сьогодні на землю. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия Павла Яна. На початку было Слово, и Слово было у Бога, и Богом было Слово. И оно было у Бога спрадвеку, усё праз Яго сталося, и без Яго нічога не сталося з того, что сталося. У ім было життё, и життё было святлом людей, а святло світить у темры, и темра не огарнула Яго. Было святло правдивое, якое освятляє кожного чоловіка, який сиходить на світ. І у світі було, і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, а своє Його не прийняли. А тим, хто прийняв Його, дало уладу стать Божими дітьми. Тим, хто вірить в ім'я Його, хто не від крові, ні від жадання тіла, ні від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами, і бачили ми славу Йогоною, славу, якую має від Айця Одинородного, повний ласки і правди. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Браты и сестры, збираемся в этой святыне на дню народзінаў того, хто дав нам свет, того, праз кого повстало наше життя, хто нас покликав по-справжньому до єдності з Богом. Може, для ні одного із нас святи, які розпочалися, або, може, Адвент, який ми святкували, був наповнений різними нервовими ситуаціями, якимось незрозумінням, якимось тяжкостями сучасного світу. І ми десь якби трохи загубилися, шукаючи відказу, чи Бог є, чи Він мені допоможе, чи Він мене прийме таким, яким я є, і з гэтымі самими тяжкостями, які я сьогодні переживаю. Есть такая история божонарадженёвая. Была певная дзяўчынка, і урачыстасць Божага нараджэння з раніцы, падобна як вы, хотела, избиралася, нават забралася і пошла поклониться Jesусу Христу. Ідучи, хотела яму штосьці подаровать, але нічого не мела. І коли так ішла по дорозі, убачила кольоровое стекло. Подняла это кольоровое стекло, пришла до Jesуса Христа и говорит: «Пане Jesús, я ничего не маю, только это кольоровое шкелки, якое я нашла. Я хочу сложить его тебе». И положила перед Jesúсом.
А Єсус дає звернувся. Як ти не маєш? А це гэтая зорка, якую ти у класі виразала со своєю наставницею. На такой ты сидела некалькі гадзін і мучилася, і размалёўвала, і расклеивала его. Девчонка, засмученная, опустила голову и сказала, гэтая зорка у классе з мяне, з яе ўсе смеяліся. Зрэшты, калі я гэтую зорку принесла до хаты, тата сказал, ты нездара, нават зоркі не умеешь намаляваць і выразаць. Пан Ісус пытае, а дзе гэтая твоя кружка, з якой ты шторанак п'еш гарбату, твоя любимая кружка? Дзяўчынка ізноў засмуцілася і сказала, гэта кружка разбілася. Пан Ісус говорит, ты принеси шкелка з гэтай кружкі, бо гэта твоя кружка, а гэтая шкелка, якую ты зложила, ты яго знайшла. Дзяўчынка ізноў засмуцілася і говорит, што не, калі у мяне ў хаце пасварыліся мае бацькі, я не могла гэта знесці. Я вошла ў свой пакой и с такой злостью этой кружкою ударила о землю, что она рассыпалась. И не могу я тебе, Пане Езу, понести такую речь, якая наполненная злостью. Тому принесла гэтае каляровое стекло. Пан Езус говорит, не турбуйся, дитя мое, дай мне сюда гэтую зорку, а я ее переменю, что она будет бляском для свету и будет освещать твои дороги. Дам тебе сапраўдную надею, что ты чагосьці пакліканы. Дай сюда гэтая шкелка, якая наполненная ненависцю, а я яго переменю. Бо я на гэта нарадзіўся і прыйшоў на гэты свет, каб даць чалавеку надзею, каб даць сапраўдную любоў і веру. Браты і сёстры, гэтая гісторыя, апавядання божанараджэнёвае гаворыць нам прыгожую рэч, кім ёсць час, альбо чым ёсць час Божага нараджэння, на які мы сёння збіраемся. І як я ўчора сказаў, альбо сёння ноччу дакладна, што Пан Езус хоча, каб мы перанесліся у гэтым векавым часе, у машыне времени да часу, калі адбылося гэтае нараджэнне. Каб мы паглядзелі на Езуса, у якіх абставінах гэта адбылося. Не ў каралеўскіх, але, як ведаем, у сараі, па-нашаму, можна сказаць, які яшчэ не меў дзвярэй, што кожны мог пайсці. Пан Езус нараджаецца паміж быдла. Таксама, гаворыць, я прыйшоў, каб кожнаму даць надзею, нават таму, хто сам у сабе не пакладае яе. Таму варта даверыць сваё жыццё Богу. У Швейцарыі, у гарах, ёсць святыня. Вельмі прыгожая і вельмі вялікая святыня в одном из маленьких городков. В этой святыне есть прыгожие окна, витражи, кольоровые, выклеенные розовыми шкелками кольоровыми и вельмі прыгожими. Братья и сестры, есть так само там колонны, которые поддерживают эту святыню. А еще в этой святыне есть прыгожие органы, которые вельмі прыгожа гучаць. Пэўнага разу здарылася нешчасце, што гэтыя арганы распачалі фальшаваць, нечыста спяваць, некаторыя гукі не гучалі. Пропаж гэтай парафіі распачаў да гэтай парафіі сцягваць арганамішчаў, тых, хто занимаецца арганамі, каб яны пачынілі з розных куткоў свету, розных прафесораў, якія знаюцца на музыцы, але ніхто не мог пачыніць гэтых арганаў, которые гулялі так і перед гэтым. На розныя спосабы вылажыў шмат грошай і шмат маёмасці страціў. Пасля аднаго з набажэнстваў у гэтым касцеле прыйшоў у закрыстую дзядуля. І гэты дзядуля гаворыць, я чую, што ў вас арганы запсаваліся, бо гучаць не так. Я прыйшоў і хачу іх вам направіць. Прыгож паглядзеў з вікарам на гэтага дзядулю і высмеяў. Что ты знаешься на музыке? Как ты можешь направить гэтыя органы? Мы тут имели профессоров, вельмі знаных людей, которые мають дипломы, которые съели не одно свое жыццё, альбо не одни зубы сгрызли на музыке, а ты, які хочеш тут выглядь
смерти, а ты хочешь направить органы, тебе говорить. Ну, ведаете, гэты органы, яны складываются з пішчалак, і не мають туди камяхи, які подають воздуху, гэтыя пішчалки под адпаведным гукам, под адпаведным даўленнем гэтыя органы выдаюць розныя гукі. Пробаш чекали, послухали, ну, дядуля знаецца на органах. Ну, давай заведем его под гэтыя органы. Завели под органы, поглядели, что дядуля нават ведае, як гэтыя органы разобрать. Добра, пошли до своих справаў. Дядуля провел 2 дні і 2 ночі, не співши, працюючи при гэтых органах. На наступний день, з раніцы, калі пробаж з вікарем пайшлі ў касцёл, пачулі, што органы гуляюць і зноў чыста і прыемна, што можна па іх сапраўды праслаўляць пана Бога. Здзіўленыя ідуць да гэтага дзядулі і задаюць пытанне. Тое, пэўне, якое і вас сёння турбуе эксперт. Як табе выйшла, удалася пачыніць гэтыя органы? Мы тут столькі грошай вылажылі, і ніхто не змог. А дзядуля схилил голову и покорно сказал: а это я 50 годов тому назад эти органы туда поставил. Браты и сестры, ни один из нас хотел бы направить свое життя. И сучасный свет нам пропонує розных направцев, які не ведають, як поступати, пропонують розні речі, розні атракції. Хтось, який має нещастя, пропонують комусь алкоголь, або може якісь сьогодні надержаться, як забити про тое, ким ти з'являєшся і що треба шукати Бога. Сучасний світ нам пропонує розних людей, які можуть нас здесь подмануть, і звести, і обмануть. Але нас починить може тільки той, хто нас створив 5 років тому назад, 25, 50, а може 80 років тому назад. Ми створені Богом, і тільки Бог ведає, як направити наше життя. І ми сьогодні святкуємо День народження Ісуса Христа. Він народився, як прийти у твоє життя, браті і сестри. Как дать тебе справдуюся покой, как допомогти направити твоє життя. І как гэтыя приємності, святи, які нам видається, що ви допомогли і дали нам справдую радость. І надіюсь, нас подманують і вкрадають з нашого часу, драгоценного часу, який нам Бог дав, как ми, ідучи про життя, не стратили быття дітям Божим. Ми маємо поступати і чинити розними сиротками, які можемо зустріти, як направити своє життя. У годі 1881 США, в Америке, докладно, подчас одной из воен был раненый вельми поважно президент Джеймс Граффити. Привезли его до хаты, положили и начали им опековаться. Поскольку место, где он жил, до дому, в якому он пребывал, не было дороги, бо инфраструктура не была так развитая, постановили будовать дорогу, как скорая помощь, альбо лекари могли спокойно приезжать и доглядать президента. И вышло так, что эта дорога повинна была лежать праз поля одного из фермеров. Фермер з раніцы, калі обудзіўся, поглядел, что на ягоным поле хтосьці копае. Вельмі моцно зденервовался, взял оружие и вышел, как прогнать. Але убачыў, што яго сустрэў один из полициянтов, шериф, докладно. И говорит: шериф, ведаете что, праз ваше поле только в одном месте можа ісці дорога до дому, где жыве президент, каб яго лячыць. Калі гэта пачуў гэты фермер, сказал такие словы: ведаете что, калі эта дорога мае ісці до дому президента, где он там помирает, эта дорога може ісці не толькі праз моє поле, а калі патрэба, сярэдзінай маго дома, дзе я жыву. Браты і сёстры, Пан Ісус нарадзіўся, абы прайсці сярэдзінай нашага дома, дзе мы жывем. Праз нашае сердце, праз нашае пачуцці.
даць нам асалоду і сапраўднае збаўленне. У нашай капліцы мы бачым выстрой на бела у гэтым годзе. Гэта ўсё задума таго, па-першае, чысціні чалавечай меркавання, чысціні чалавечага позірку, чысціні чалавечай душы. По-другое, белый колер припоминает нам снег. Снег нам говорит про холод. Он, Иисус, хочет народиться у найхолоднейшем сердце, у сердце. Как это сердце разорвется, его развеселить, как дать надею, случайную надею життя вечного. Визнаємо нашу віру і на Сокола, і уцілавівся от Духа Святого, все укличем на пошану того слова, что он сошло на нас. Веру в одиного Бога и там всемогутного Творца неба и земли, всякого важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, разве Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, пришел с неба и вселился от Духа Святого, Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял нас пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Мы вызнали нашу веру у Христе Иисуса Христа, а теперь вознесем на Бога Отца наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за усіх, хто належить до супольності Святого Костьола. Тебе неохотно слухали Божие Слово и выполнили его. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Святого Отца, чтобы он мог делиться Божьей радостью и спокоем с людьми, которые несли грехом и несправедливостью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наш народ, чтобы он дочекался побудовы новых святынь там, где они наибольше потребнее. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за усіх новонароджених дітей, аби в будущому їх життя принесло добрий плод. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за суженство, яким подражає розвод, щоб народжений Христос допомог їм прийти до примирення і умацував їх взаємну любов. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб цей святочний час ще більше поєднав нас з Богом і нашими ближніми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, так само за тих, хто, може, год тому назад ще сидів з нами за вігілійним столом, а сьогодні вже чекають нашої допомоги. За Рожка Віктора, Браниславу, Боровая Євгенія. Так само у молитві вірних пам'ятаємо за померлого Іосифа, 30 днем по смерти, и Валентину. Как добрый и милосердный Бог принял их в володарство небесное. Тебе просим. Мы вызнали нашу веру. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы
и Твоего Костела и учеников могли мы переживать все эти святы у супокоя и едности с Тобою, брат Христа, Пана нашего. Над землею зяет, радостную вестку людям обещает. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Кроме ласки Божией на землю родился, как победа счастье, Солнце народился. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Няхай вам Бог примя офяру с рук твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, у сегодняшнюю урочистость прими ласкаво офяру, якая нас досконало еднает с Тобою, и изъявляется выразом нашего служения деля Твоей славы, раз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим Говору сердце, узносим для Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он праведно и справедливо. За правды годна это и справедливо, слушна и сподобенна. Как мы завсёды и всюди Тебе складані подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, в образ таємницю утеловленного Слова, зазяло для очей нашей души новое светло Твоей хвалы. Как мы, познаючи Бога увачна и постати, были ему занесены до любови необычных речей. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними воскликающим. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе про Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил это дары, это приношение, эту святую и беззаганную офяру, складаем ее Тебе, найперв за Твой святый католический костел, будь ласкавый одорвать с упокоем, ополвать, еднать и керовать им во всем свете,
разом со слугой Твоим, папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом и усими, кто верно заховывая и знає католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугов Твоих. И про всех тут присутных, веру и отданность, яких Ты ведаешь, за их мы приносим Тебе эту ахвяру хвалы, и яны так само ее Тебе приносят за себе, за всех своих близких, за откупление своих душев, за надею на збавление и уратование зносят свои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом у наисвятейший день, коли благословленная Мария у непорушном деводстве народила свету Спавцу, найпер спашаною вспоминаем эту благословленную за всю Панну Марию, Мати Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих Петра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Яна, Павла, Косму и Дамяна, и всех святых Твоих праз их заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши у Твоим спокои, збав нас от вечного осуждения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебе, Боже, мощью Твоего благословения, освяти гэтые дары и учини их досконалою и милою Тебе ахвярой, как стали яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки он узял хлеб у свои святые и достойные руки, поднял в очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, Бог это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uzял гэты почесный келих у свои святые и достойные руки, знов Тебе подяку складаючи благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте з его все, Бог это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и чекаем Твоего Христа хвали. Пане, мы слуги Твоей и Твой люд святый, упоминающий благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное у небо ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, своих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру бездоганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного избавления. Взглянь на ее милостиво и избаванно, и ласкаво прими ее, принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама, и святую да бездоганную ахвяру, и принес Тебе наивысший святар Твой Мельхиседек. Покорно просим Тебя, всемогутный Боже, загадай Твоему святому анелу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей Божской величи, как завсёды все мы, якие удельничаем у этой ахвяры алтара и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, якие одошли перед нами со знаком веры и спят у супокои. Просим Тебе, дай, Пане, им и всем, кто спочивая у Христе, пребывать у месте с утешения, светла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим,
якія спадзяюцца на вялікую милосердность Твою, будь ласкавы дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Степаном, Матеем, Варнавом, Игнацем, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими, уведи, просим и нас в их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему правочению. Праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все гэтыя доброты неспынно ствараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Раз Христа с Христом и у Христе, Даде Божа Ojca Всемогутny, в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Amen. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полная вдячности смиряемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не угодь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надежды, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Твое И милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, аль на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який реш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Аминь. Я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Ножка тихая, зарыска, слушай сына. Я родился, девочка, слушай сына. Слава Богу, делается, объявился, родила дева Мария Божья, упадется на кукла Божья, и на грехи Божья Мать предавала. И как пришушися всяка, так пявала. И мой маленький сыночек спался свету. Выбачай мой голубочек, здесь найдету. Жимся весны, Божок мою, прикрывати. А Елушаньки занимати, не погадил и крестит от засветы. Уженочку не одеты, только щенкам пустярия отгуляю. Не выгодным открытым поставляю. Яркая ночь, спит всё, спит давно. Только мать святая Христа, радостное детство в городе Юдейским, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. Пыльную воду пастушки на поле, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. Судные явления вашими удивлениями, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился. Помня десной силой небо осветило, радуйся, земля радуйся, Сын Божий народился.
Просим Тебе, милосердный Боже, как народжений сегодня Збавца свету, який учинив нас Твоими детьми, дал нам так само уделу в житті вечнім, який живе и владарить на веки вечные. Братья и сестры, одна только объява такая, что в пятницу и мша святая отбудется у 19:00 только увечері з раницы святой мши не будет. Дякую великий вам всем, что вы приходите, что вы есть, привите наилепшие ожидания от наших настоятелей ордена святого Архангела Михаила, от клирика Евгена, который так само приехал до нас на святый, как с нами помолиться, как с нами посвятковать, так само поделиться, альбо набрать досвіду другой парафії нашей Михайлівської, якою ми запрацюємо. Так само дякуємо за допомогу службі літургічної, авторам і кожному з вас, нехай добрий Бог одорить потребними ласками, а дитятка Ісус нехай благословить на кожний шлях ваш. Нехай пожаданнями будуть це благословення, яке тепер я тут для вас, Святий Костюл для вас приготував, а я уділю. Пан з вами, И с духом Твоим. отхилите головы на благословение. Бог без конца добрый, крас утеловление своего Сына рассеял темру этого свету. Образ Его народжения напомнил светлом гэтую найсвятейший день. Нехай Он отгонит от вас темру грехов и светит ваше сердце светлом ласки. Аминь. Бог не послал анёла, как обвестил пастушкам добрую новину об народжении Збавцы. Нехай наполнить ваше сердце своей радостью и учинить вас вестунами своего Евангелия. Аминь. Бог, який про свое утеловление поєднав земное с небесным, нехай наполнить вас даром своего супокою и доброй воли, и залучить вас до соборности святых у небе. Аминь. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сыйде на вас и застанется назавсёды. Аминь. Идите у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будушною по світі. Аминь. з наших близьких померлих, заболевших Віктор, Бронислава, Евгения и Осип Валентина, Анёльский доставал Пани Марии. И зажила от Духа Святого. Дай, Мария, полная ласки, вам с тобою, благословленная ты ведь женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ось слуга Панская. Нехай не станется пороги Твоего слова. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты ведь женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово стало телом. И поселилась между нами. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты ведь женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обетованием Христова. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, уви в наше сердце Твою ласку, как мы познавши
Wraz anielskie zwiastowanie ucieleblenia Chrysta, Twojego Syna, wraz Duchu Jego i krzyż byli dowiedzeni, do chwały u воскрешения wraz Chrysta, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była w wieku, теперь и завсёды, и на веки вечные. Amen. Dobry Jezu nasz Panie, Дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywaють у спокої wiecznym. Amen. Помолимся jeszcze za ту особу, яка вручную робила ті всі шарики, які ви здобуваєте, просячи опеки Матері Божої Твоєї, обороня отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поятнай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Дева святая, Сына колыхала, щира любов'ю, так п'яну співала.